Нас и руса 300 миллиона. Эта старинная сербская поговорка, не нуждающаяся в переводе, широко известна. Хотя мало кто знает ее продолжение. А без руса – пола камиона, то есть пол грузовика. Увы, этот горький факт неоднократно давал о себе знать. Самые трагические страницы сербской истории всегда были связаны с тем, что именно в эти моменты наши братья оказывались с внешним противником один на один, без поддержки большой России. Но победы сербов всегда были нашими общими победами, ведь именно благодаря им западный рубеж православной цивилизации вот уже более 1000 лет держится в самом центре Балканского полуострова. Zašto su Amerikanci i njihovi zapadni saveznici protiv nas Srba? Zato što smo jedan mali, ali nepokorni narod. I zato što smo bliski Rusima i etnički, i saveznički, i kulturno, i u svakom pogledu. Mi smo zapravo poreklom Rusi, poreklom istočni Sloveni. Действительно, предки сербов, упомянутые в географии Птолемея еще во II веке от Рождества Христова, жили на территории современной России, на Северном Кавказе и Нижней Волге. Но ближе всего нас породнили не кровь, не почва, не язык, а православная вера, которую мы приняли практически одновременно. Вера вечна, вера стара, вера наших светих цара, вера вечна, вера славна, наша вера православна. Хотя, конечно, и близость русской и сербской речи тоже всегда позволяла нам находить общий язык. Хлеб. И по-нашему хлеб. И по-вашему хлеб. Ты. Я. Я. Исто. Я. Камень. Камень. Земля. Земля. Небо. Небо. Рука. Рука. Брат. Брат. Сердце. И по-нашему сердце. Исто сердце. 20 век стал тяжелым испытанием для русского и сербского народов. Сербы отлично помнят, что Россия вступила в Первую мировую войну именно в защиту их страны, где и сегодня глубоко почитают императора Николая II. Позднее, после революционных событий и гражданской войны, именно сербский монарх Александр I Карагеоргиевич дал возможность десяткам тысяч русских эмигрантов найти приют в королевстве Югославия. Но освобождение Белграда советскими войсками стало одной из завершающих фаз Второй мировой войны. И, наверное, не случайно, полгода спустя после того, как на Пасху 1944 года англо-американская авиация разбомбила Белград, советские летчики ошибочно вступили в воздушный бой с американскими ВВС, потерявшими в итоге до 7 самолетов. Без малого 1,5 века назад Федор Михайлович Достоевский в своем дневнике писателя произнес очень горькие слова. «Не будет у России и никогда еще не было таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена. Чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными. Особенно приятно будет для освобожденных славян высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия – страна варварская, мрачный северный колосс, даже нечистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации». К сожалению, эти слова оказались пророческими. Сегодня мы видим, что многие наши братья по крови именно так и относятся к России. И только сербы, несмотря даже на то, что мы не смогли оградить их от натовской агрессии 1999 года, продолжают говорить «Майка Руссия», «Россия-матушка». А российского президента в Белграде встречают цветами и транспарантами со словами «Владимире, спаси Сербию», что лишний раз подтверждает то, что сербы – это русские на Балканах. Михаил Тюренков, Царьград ТВ.